Соскучился по дому, да? Сейчас отправим их туда, домой. Спасибо. И 4 часа будешь дома. Что без настроения? Да. Не рад? Ну, рад я. Так, за экипаж переживаем. Сейчас здесь делегация, премьер-министр Ливии. Да, подтверждение, что давай, да. Чтобы чем быстрее домой, тем лучше для тебя. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. С корабля на бал, и это не просто меткое высказывание. В данном случае лучше и не придумаешь. Страшный сон для матроса танкера механик Чеботарев закончился неожиданно. Кажется, всю прошлую ночь он все никак не мог поверить в чудо. Ведь чем жил последние недели задержанный Павел Магатин, так это надеждой. На ливийской земле его, как и весь экипаж, грела только эта мысль. И вот сегодня стали известны последние подробности задержания. К россиянам относились хорошо, им давали еду и позволяли связываться с родственниками. Сначала было страшно, да. Потом уж как-то привык уже к этому. В комнате смирился. Ну, надеялся, что освободят, конечно. Верили, надеялись и освободили. Это было неожиданно. Я был в комнате и ничего не думал даже, что меня вот первого так освободят. Ну, как-то так оказалось. Счастлив даже. Спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что помог выбраться с Ливии. Огромное спасибо ему. И, надеюсь, освободят остальной экипаж. Нефтеналивное судно с 11 членами команды было арестовано сотрудниками береговой охраны Ливии. Причина – нарушение территориальных вод. И здесь власти действовали согласно закону. Однако многие эксперты в эти дни говорили о том, что российское судно просто стало заложником непростой политической обстановки. После свержения и убийства законного главы Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии шла ожесточенная борьба между властями официальными и непризнанными. Накануне в Грозный по приглашению Кадырова прибыл премьер-министр нового Всеобщего национального конгресса Ливии Халифа Аль-Гавель. Мы с теплотой относимся к государству и народу Ливии. Мы все, что происходит до сегодняшний день на территории Ливии, это у нас все проходило. Поэтому мы понимаем народ, понимаем вас и желаем вам удачи. Дай Аллах, чтобы в ближайшем будущем все было. نحن نشكر إخوتنا هنا في شيشان بقيادة الرئيس السيد ضربان ضيف والسيد آدم ورئيس الحكومة على استقبالهم وضيافتهم وحسن ضيافتهم. Мы благодарим наши братья в Республике Чечни за добрый прием и гостеприимство. Мы чувствуем, что здесь мы находимся среди наших братьев мусульман. Конечно, приезд господин Адам вовремя был, его визит в Триполи. И, конечно, это все проходило в голове с президентом Чеченской Республики. Конечно, знали те борьбы, которые вел чеченский народ в Чечне. Здесь те войны, которые они прошли, и те почти все города были сломаны. И что мы смотрели сегодня в столице Чечни, в Грозный, улицы очень широкие, вообще она впечатляет. И что было сделано в Чечне, это желание всех честных людей, которые не хотят работать в благо народа. К инстаграму Кадырова последние сутки было приковано внимание всего мирового сообщества. Ведь счастливый билет в обратный конец благодаря главе республики Рамзану Кадырову достался повару танкера Ключниковой. Хочу поблагодарить за спасение Владимира Владимировича Путина и Рамзана Ахматовича за то, что вот он так сделал. Волнуется и понятно, что в каком они состоянии были, но мы никогда не будем оставлять своих граждан, своих женщин в беде, и это долг настоящего российского гражданина, патриота и чеченца. И многие сегодня зададутся вопросом, как удалось найти общий язык с правительством Ливии. И ответ лежит на поверхности. Наш народ тоже хочет, чтобы он мог работать в своей стране, чтобы он мог исполнить свое желание, чтобы мог
сотрудничать со всеми дружественными странами и международным обществом. Конечно, господин Адам, он был у нас, и он видел своими глазами, как ливийский народ в столице Ливии, Триполи, живет и творится. Все, что он видел, и чтобы как ливийский народ, он страдал, он восстал против татарский режим, который властвовал в стране больше, чем 42 года. Наш народ жил в нищете, хотя имеет большие ресурсы, как правительство национального спасения. Мы, когда наш друг, господин Адам, приехал вместе в главе делегации из Республики Чечня, как будто открыла для нас большой перспектив, потому что мы знаем, что Чечня – это часть России, а Россия – это великое государство. И мы договорились с господином Адамом Султановичем, что наше сотрудничество, Ливия и Россия через Республику Чечня будут открыты все двери. И мы знаем, что наши братья в Чечне, они прошли те условия, те борьба, которую мы вели. И мы не хотим, что Ливия была площадкой для Запада или американцев. Мы знаем, что Россия и Республика Чечня, у них было очень хорошие отношения. Мы скажем, что это традиционные отношения. Может быть, это судьба, когда приехал к нам господин Адам Султанович, чтобы открыть сотрудничество с вами. Иншаллах. Вот, я сказал, что вы занесли картинку. Это наш город, где мы сидим, где вы остановились в гостинице. И это было недавно. Шайтаны, которые у вас остались на востоке или севере, там, в Ливии, они у нас были. Сейчас у вас есть шанс спасти свой народ и восстановить разрушенное государство и строить добрые отношения. Россия всегда была союзное государство Ливии и всегда помогала. И я уверен, что если у нас получится выстроить отношения, то в ближайшем будущем Ливия выйдет на новый уровень. Поэтому мы и приехали сюда. Путин, наш президент Владимир Владимирович, он если скажет слово, то он до конца. Человеческое качество у него выше всего, поэтому он в первую очередь он человек доброй души и патриот своей родины. Я не забыл сказать вам слова благодарности за то, что вы отпустили наших задержанных, наших граждан России, женщину и парня. И уверен, что вы примете правильное решение, оставшиеся тоже вернуться к себе домой, с семьям. Самое святое. Свобода для людей. Делать надо шаг для того, чтобы укрепить наши дружеские отношения. Исполнительная власть, руководство государства, я считаю, что надо найти общий язык для того, чтобы находить компромиссы с остальными государствами. Есть законы, правила жизни, и международные есть правила, но государство, руководство государства находит общие, так знаешь, принятые меры для того, чтобы наладить отношения, чтобы освободить людей. Наша не задача задерживать или наказывать, или там, показывать, насколько мы сильны. Есть демократия, свобода слова, есть общепринятые процедуры. Ну, так как люди никого ничего не представляют, они элементарно люди хотят жить там, элементарными вопросами. Спасибо вам за то, что вы помогли. Начало есть. Конец, я уверен, что будет хорошим. Знак доброй воли – результат переговоров главы республики с председателем нового всеобщего конгресса Ливии Нури Абусамейни, которому через советника главы Чечни депутата Госдумы Адама Делимханова в Триполи было передано личное послание. Что было в нем, журналистам неизвестно, однако сегодня можно с уверенностью сказать, Кадыров нашел нужные слова, результат не заставил себя ждать. Грозные чеченские представители вернулись, как говорится, не с пустыми руками. Уже на ливийской земле Адам Делимханов рассказал властям Триполи: они приехали с доброй миссией, ведь о том, что такое война, чеченцы знают не понаслышке. Здесь лучший друг мусульман Владимир Путин. Долгой дорогой, долгие проводы, но уезжала чеченская делегация, чтобы вернуться с доброй вестью. Все, что зависит от нас, все делается. Также мы говорим и уважаем
личные отношения лично Путина в лице России объявил всему миру, что он друг ислама. Но, к сожалению, наши некоторые братья, государства исламские, этого не хотели понимать. Спасибо, что вы нашли время. Несмотря на сложную обстановку, на вашу занятость, Путин такой человек, если он такой человек, если он дал слово, что он поможет, если он сделает 100%. И Кадыров и Путин. И пока формальности в Грозном заставляли гостей региональной власти сидеть по разную сторону стола, в разговоре ливийско-российской стороны нашли много общего, например, в борьбе с терроризмом. И в первую очередь с иблистским государством. Террористов задерживали на территории Ливии, причем большинство из них граждане западных государств. Здесь с мировым злом надо бороться всем миром. Мы знаем, что Чеченская Республика эффективно борется с терроризмом и другим мировым злом. Мы хотим вместе бороться, например, против различных элементов террора. Наша цель – обеспечение безопасного проживания народа на территории Ливии. Ведь в Триполи находится Центральный банк, нефтяная компания и авиаофисы. Мы боремся с терроризмом, например, разделив территорию на 13 округов, 6 тысячами человек. Мы все занимаемся безопасностью. Мы работаем, чтобы защитить наше побережье и остановить миграционный поток. Общих точек соприкосновения оказалось больше, чем могла ожидать каждая из сторон. И после переговоров премьер-министр Ливии, кажется, не оговорился, назвав Рамзана Кадырова другом. А еще отметил, Ливия вместе с Россией хочет открыть новую страницу, ведь во главе сильного государства стоит сильный лидер. Наши друзья знают, что мы приехали в Россию. Мы хотим направить официальное письмо президенту России Владимиру Путину о тесном сотрудничестве. Мы призываем российские компании вернуться в Ливию. Мы поддержим их. И вот итог сложившихся деловых и дружеских отношений. Решение ливийских властей освободить весь экипаж танкера «Механик Чеботарев». После урегулирования технических вопросов россияне вернутся домой, сообщил Кадыров на своей странице в Инстаграм. Комментарии простых пользователей не заставили себя долго ждать. Кадыров за это время превратился из регионального лидера в международную фигуру. Если не удается договориться политически, то в дело вступает политический диалог с Кадыровым. После беседы с ним вся бравада куда-то девается у собеседника. Молодец, Рамзан. Вот так должны действовать и работать на страну главы всех регионов. Чечня теперь щит России. Россия впереди планеты всей. Теперь на поле битвы выйдет Рамзан Кадыров. Чеченцы своих не бросают. И в этом добром знаке многие увидели больше, чем просто политический контекст. Такой разнообразный мир, оказывается, может найти точки соприкосновения. Главное – захотеть этого и не бояться говорить друг с другом. Рамзан Кадыров еще раз доказал, россияне, оказавшиеся в беде, не останутся один на один со своими проблемами. Так было и с журналистами Life News, которых задержали украинские власти, но все-таки вернули. Так случилось и с экипажем танкера «Механик Чеботарев», с матросом Павлом Магатиным, поваром Ключниковой, Левтина Бонадыкова и Зелем Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.